Старо-татарское кладбище – не просто старейшее место захоронения. Это уникальный памятник. Такого нет больше нигде в мире. Чтобы в одном месте были похоронены почти все классики татарской культуры. Свернув с аллеи, где покоится великий Тукай, проходя мимо Шигабуддина Марджани, практически напротив могилы Каюма Насыри, известный музыковед Филюса Арсланова этой весной совершенно случайно обратила внимание на один невзрачный памятник, посеревший и потертый от времени. Так, волей случая, было найдено забытое захоронение Зайтуны Маулюдовой, единственной любви Габдуллы Тукая, которая не просто была его музой, а стала символом лирической поэзии. Илхамшысы болмаса ды, шигірлері тумасы, илхамы болмас еді, илхамшысы болмаса, аның илхамшысы болған деп ойлаймын мен аны. Как известно, Тукай, обладавший весьма, как он считал сам, неприглядной внешностью, был скромен в общении с девушками. В его левом глазу с детства было бельмо, отчего он совсем не любил фотографироваться. До наших дней дошли лишь несколько фотографий, буквально 14-15 снимков, которые были сделаны отнюдь не по желанию поэта, а по воле его друзей. Тукай, являвшийся по сути одиночкой, всегда жил в собственном мире, но он был народным кумиром. Его произведения издавались многотысячным тиражом. Каждая новая стихотворение было самым настоящим явлением, откровением для татарского народа. Его не просто любили, его обоготворяли, девушки с ним искали встречи и грезили о знакомстве. К Дулату Алиеву приходит одна курсистка и просит устроить встречу с Габдуллой, просит познакомить. Дулат Алиев обращается к Тукаю и говорит, что вот есть такая просьба. Тукай чувствует себя неловко, неуверенно. И тогда вот эта курсистка испекла губадью, на которой, значит, было, естественно, выведены инициалы Габдуллы Тукая. На фотографии две очень красивые девушки. Среди них в темном платье очень красивая, чернобровая девушка. Ее звали Зайтуна Мавлюдова. Зайтуна Маулюдова – единственная девушка, которая смогла покорить сердце поэта. В музее Тукая Казани есть небольшая экспозиция, буквально несколько экспонатов, которые, как говорят музейные работники, вызывают у гостей, как правило, огромный интерес, так как это красивая история любви с первого взгляда. Между ними любовь была или нет, это тоже неизвестно, потому что эти встречи, они были очень такие наивные. У любого поэта наверняка должна быть такая легенда. Есть доля правды в этой истории любви, конечно же, есть. В истории этой любви было всего лишь несколько мимолетных встреч, но каждая из них стала очень важным и очень трогательным эпизодом одной большой легенды. Зайтуна Маулюдова из Чистополя в Казань приезжает в 14 лет. Здесь она поступает в школу. И вот якобы как-то возвращаясь из школы домой, она в окнах трамвая увидела звезду татарской литературы Габдуллу Тукая. Их глаза встретились, и именно так разгорелась будущая искра большой любви. Зайтуна была девушкой образованной и интеллигентной. Известно, что у Маулюдовой было хорошее воспитание с широким кругом интересов. Говорят, в ее поведении и суждениях было нечто даже европейское, и это якобы и пленило Тукая. Зайтуна, как и правы ее многие современницы, любила поэзию, и Тукай для нее, естественно, был идеалом. Но в отличие от других фанаток, Зайтуна решила добиться своей цели, несмотря ни на что. Узнав, что Тукай дружит с Фатихом Амирханом, будучи его знакомой, она попросила устроить им встречу. Тукай в это время находился в комнате редакции за ширмой, отдыхал, и девушки пришли познакомиться с писателями. Фатих Амирхан его вызвал. Тукай вышел из-за ширмы, так довольно-таки холодно поздоровался с девушками, перекинулся парами слов и, сославшись на дела, ушел. Но так особо знакомство не состоялось. Позже они встречались еще несколько раз, но это не были встречи наедине, любовные променады под луной. Зайтуна побывала на вечере поэзии, где посмела даже пожать руку Тукаю, что для девушки ее лет, того времени, ее положения и воспитания было весьма смелым поступком. Тукай должен был их проводить домой, но почему-то он куда-то исчез, и как его долго не искали, так найти его не смогли. Почему же Тукай так боялся более близких и личных разговоров? С чем было связано такое поведение поэта, неизвестно. Но его друзья позже вспоминали, что после каждой встречи именно с Зайтуной у него рождался новый стих о любви.
Это были всего лишь полунамеки, но именно в этих лирических произведениях его современники почувствовали некую романтическую связь между молодыми людьми. Без дождя поникнет колос, и погибнет вешний цвет. Как писать стихи, коль рядом вдохновительницы нет? Кто красой своей любимой не был щедро вдохновлен? Пушкин, Лермонтов, или Байрон, или другой какой поэт? Эта любовь на расстоянии продолжалась чуть больше полугода. Как известно, в 1908 году здоровье Тукая стало уже ухудшаться. Возможно, он уже тогда предчувствовал свой уход, потому торопился писать больше, торопился с этим завещанием к своему народу. Именно в это время увидит свет его самые масштабные произведения, такие как «Сенной базар», «Золотой петух», «Водяная», «Таз». Он был слишком суров к себе. У него не было времени на романтику. Возможно, поэтому он и вынес своей любви приговор. 12 июня 1908 года Зайтуна Маулюдова в своем дневнике напишет: «Мы решили уехать из Казани и вернуться вновь в Чистополь. В тот день, чтобы повидаться с Тукаем, мы пришли в редакцию. Когда мы ему сообщили о том, что возвращаемся в Чистополь и пришли только пообщаться с ним, он произнес очень сухо и холодно: «Мне очень жаль», — сказал Тукай. В итоге Тукай все-таки пообещает Зайтуне, что придет на пристань, чтобы попрощаться с ней. Но он не исполнит своего обещания. Она уедет, а он останется умирать. Перед самой смертью Тукая Зайтуна Маулюдова попытается увидеть его еще несколько раз. Но все эти попытки будут уже безуспешными. Близкие друзья Тукая, которым оставались считанные дни, не допустят ее до предсмертного одра. Его бренное сердце остановится 15 апреля 1913 года. Ему будет всего 26 лет. Тысячи и тысячи людей соберутся, чтобы проводить великого поэта в последний путь. Среди них не будет Зайтуны Маулюдовой. Но всю свою оставшуюся жизнь она будет сожалеть, что не смогла увидеть его в последний раз. И в глазах современников эта история превратится в легенду о любви и смерти, в достоверности которой со временем уже сложно будет усомниться. Когда он жил в гостинице «Болгар», он очень любил сидеть на кровати в своей любимой позе, обняв колени. И вот он в какой-то вечер один приятель увидел, как он буквально медитирует, произнося букву «М», 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 «М». Все решили, что это фамилия Маулюдова. То есть, может быть, симпатия была. Вполне возможно, что симпатия была и у нее. Но поскольку... Но больше всего так хотела окружение, да? Да, но получается, что окружение эту историю хотело так же сильно, может быть, даже сильнее, чем они. Зайтуна Маулюдова выйдет замуж и родит сына. В 1957 году она покинет этот мир. Ее сын, Атила Расих, удивительным образом пойдет не по стопам отца, который был потомственным муллой, а станет знаменитым прозаиком. В 70-е годы прошлого столетия он опубликует дневник своей матери. Эти мемуары станут откровением для татарского народа. Мен шынлап айтайын, Зайтунаның Тукайга булган мәхәббәтенә сокландым. Şul xatli samimi, işkirsiz, bugün bir andi məhəbbətlər, əkiyyətlərdə yine romanlarda gına, kinolarda gına bulurğa mümkün. Писатель и переводчик Фатих Кутлу выдержки из дневника Зайтуны Маулюдовой перевел на турецкий язык. История большой любви человека, символа всего татарского мира, получила огромные отклики читателей, которые хотели узнать, как же сложилась судьба единственной музы поэта. Но память, как оказалось, у народа коротка. Он долгие годы искал могилу Зайтуны Маулюдовой. И это место было обнаружено абсолютно случайно только в этом году, в год 135-летия поэта. И в этом он увидел особый знак судьбы – завет тем, кто еще помнит, наказ тем, кто должен сохранить. Elbette Tokayga beyli bulgan nerseler kadirli. Nerse açıla mine bit məhəbbəti yine bulmak şiir icat etken bit. Anın mengileşken bit. Ul edebiyatta Zeytune de mengileşe şol şiirler bilen. Яш буынга калсын өчен, моны яш буын белсен өчен, безләр киткәч тә яш буын моны карарга тиеш. Бөек шәхесләребезне югалтмаска иде. Эльзира Юзаева, Роман Безменов и Андрей Ключников. 7 дней.